Сочную. Огонь. Замерно, да? Больше. Привет, ребята! Сразу же хотелось поздравить с праздником всех. Сегодня 1 мая. Такой день весны. В общем, всех с праздником, ребята. Ну и, конечно, чтобы мир был во всем мире. Сегодня хочу сделать доночки. Многие просили. Хотя 1000 раз показывал. И, в общем, все очень простенько. Ну, в целом, приехали в деревню. Сегодня у нас баня. Пока тут что-то занимался, немножко тут во дворе Юрьевна у меня уже тут шашлычки сделала. Вот так вот, ребята. А говорят, что мясо жарят только мужики. Сама замариновала, в общем. Я ей только мангальчик сделал. Он на 5 шампуриков сделал. Пообедаем. Взял хмельного. В общем, холодно, ребята. У нас идет снег. Не странно. 2 градуса всего лишь. Снег растаял. В общем, завтра планирую на рыбалку. Так, в целом, все четко. Тесла 1 раз поставил на зарядку. Еще 3 деления, но я хочу зарядить полностью. Так что пускай заряжается. Прикольный аппарат. Вот именно вот, опа, в магазинчик сгонял. Вообще огонь. Ладно, ребят, что, начнем, наверное, доночки сделаем. Как раз все приобрел. Сделал новую мотовило, взял леску, наплавил грузила, вы уже видели. Кирина Андреевна, всем привет. На запах идет, на запах. В общем, начнем. Доча, иди кушать. Прямо здесь вот сяду, ребят, на лавочку и сделаю доночки. Ну, ребят, я уже готов. Все приготовлено у меня к рыбалкам. Все отлично. Приобрел масло лодочное. Вот у меня с прошлого года еще оставалось манюль или как вот, манол. Вот такое масло я использовал. Сейчас еще Серега, когда на рыбалку приезжал, просил его с города, привез мне вот Хидея. Вроде ничего, такого масла. Ну и трансмиссионное у меня тоже Хидея с прошлого года еще. Вот. Сейчас как раз буду менять в редукторе масло и вот буду заливать его. Так, газ заехал, взял, заправил баллон 5-литровый. В общем, палатки все просушено у меня. Да, все отлично. Расплавляю свой стол. Ой, столик, конечно, крутой. Лариска подарила мне. Во. Сейчас здесь и будем. В общем, друзья,
наши груза, ложки 145-150 грамм. Видео есть, как я их плавил. Соответственно, новые мотовилки. Ездил к Руслану. Руслан говорит, что-то надо сделать. У него все нормально. Короче, нарезали быстренько. Единственное, то, что я забыл сделать отверстие. Вот я вот старые мотовилки, ребят, видите, как делаю. Ну, чтоб леску как бы завязал и все. Использую самую дешевую леску. Вот она в бухтах, ребят, идет 0,7. Крючочки примерно вот такого диаметра, размера. Люблю с длинным цевьем и за... Ну, вот есть такие засечки, знаете, чтобы наживка не слетала. В общем, вот 20 крючков. Леска новая. 3 бухты. Как пишут, что здесь 100 метров, но здесь, ребят, метров 80. Сразу вам говорю, вот если такие бухты берете, примерно донку я мотаю метров 30, плюс-минус. Ну, в общем, вот эту бухту я делаю на 2 донки. Растягиваю и, соответственно, где-то по метров 40 будет. Как бы запас определенный. Если пляж, то где-то подальше, если где-то берег, обрыв, то поменьше. Соответственно, как бы, ну, уже контролируем по местности. И как бы я не делаю какую-то короткую, какую-то длинную. Делаю определенный запас и, соответственно, мотаю всю леску. И просто мы разматываем, примерно смотрим. В общем, вот такой набор, ребята, что надо для донок. Ну и, соответственно, для поводков. Вот поводочная леска у меня от Петра еще с Англии 0,4. Ну, здесь, походу, европейская комплектация. Примерно 0,3-0,35 поводок. Вот тут даже еще есть ценник в евро. Отлично. В общем, вот такой запас. Рогатулечки из дерева, из фанерки. В общем, сейчас ставлю ролик, ну, точнее, фрагмент, как мы Круся быстренько заехал, он мне напилил. Вот и все. В общем, в этом году сделаю новые доночки. Есть старые, конечно. Ну, так, соответственно, как бы их периодически меняю и сделаем запас определенный. Так у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штучек сделаем новых. Пускай они будут. Вот вожу вот так, ребят, примерно. Это вот именно все, что для донок. Здесь запаска, груза, вертлюги, карабины, крючки. Вот, смотрите, вот у меня вот они различные, ребят. И такие есть, и такие. По налиму, соответственно, как бы какой-то определенный крючок. Даже вот карповые есть. Прям что-то прям не нужно. Просто вот пару пачек взял, высыпал на запас и все. Как бы у меня вот тут определенный запас крючков. Бубенцы, колокольчики. Вот такие колокольчики. Ну и, соответственно, здесь груза. Всяко разно. Ладно, начнем с поводков. Поводки вяжу
сантиметров 30 поводочек. Сейчас сразу высыпем. Наверное, вот эти крючки и поставлю новые. В общем, все вяжут по-разному. Я вяжу все одним узлом. И донка, ребят, определенно вяжется все на одном. Петля. Просто петля. Петля в петлю. Петля на основной. Петля на поводке. Петля на груз. Петля даже на колокольчик. Очень просто и уверенно, так скажем. Не знаю, мне отец показал вот этот восьмерочный узел. 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, я вяжу им и мормышки, и крючки, и все. Вот так смачиваю немножко и немножко затягиваю. Вот получается вот такой узел. Все. Лишнее обрезаем. Что-то какое-то тут у меня лезвие сломалось. Вот. И получается сантиметров 30 нам нужно на поводок. Также делаю здесь петлю двойную. Раз. И 2. Небольшую петельку. Чем меньше, тем лучше. Примерно вот такая, чтобы меньше грязь цеплялась. Все. Дотягиваем. Вот так вот. Лишнее обрезаем. И вот, в общем, поводочек, ребят, у нас один готов. Ну, соответственно, сейчас просто сначала навяжу поводки. Все, погнали. Ну все, друзья, поводочки навязал. Теперь берем леску. Вот с этими бухтами, ребят, будьте аккуратны, так как здесь надо правильно начать, я так понимаю. Потому что или ты там где-то можешь уронить, то сразу будет борода. Максимально сразу. Вот небольшой снег идет, холодно, но здесь во дворе занимаюсь. Так, вот видите, начало, так скажем. Сейчас вторую сторону освобожу. Ну, скоро будет гараж, вот такие будем работы делать в нем, в гараже. Печку затопили, и можно и зимой, и летом ковыряться. Делать снасти какие-то. О, снег пошел, блин. Так, друзья, ну все. Теперь ищу начало. Так, нет. Вот. Ага. Видите, аккуратно. И сейчас просто протащу ее полностью. Вот здесь. Сделаю пополам и, соответственно, и все. Вот. Все, ребят, размотал в аккурат 0,7, но говорю, вот единственное, то, что я отверстие не сделал. Я обычно хоп, завязал и все. Ну, придется вот так завязать. Ничего страшного. Ничего страшного. Вот так вот. Так. Лишнее обрезаем. Все. И заматываем. Заматываем на мотовило леску. Я, конечно, уже потихоньку стараюсь переходить на крокодилы, но все-таки бывает рыбалки, ребят, когда надо куда-то по минимуму съездить. Это самое, что удобно, это влазит в любой рюкзачок. И поехал. Соответственно, удильники уже так не потаскаешь. Надо
как минимум добираться на чем-то. Режу. Вот примерно как-то так выглядит доночка. Так, сразу делаю снизу петля. Такая немаленькая. Это подгрузило. Раз. Два. Два раза пропускаю везде. Вне зависимости поводок. Вот. Лишнее можно обрезать, чтоб меньше цеплялась. Грязь всякая. Раз. Вот так вот, ребята. Все. Эта петелька у нас идет под грузило. Груза мы плавили. Где-то у нас 145-150. И все просто продеваю так же, как петля. Раз. Все, ребята. Вот как-то так выглядит. И, соответственно, на основной леске 2 поводка. 3 смысла нету. Цепляется, неудобно. Первую петлю я вяжу изначально, ребята, вот так. Примерно как я буду забрасывать. Так как забрасываю именно я за эту петлю, за верхнюю под поводком. Я держу ее за нее и делаю заброс. Вот и делаю примерно, отмеряю, где будет первая. Как буду стоять, будет ли мне удобно. Все, примерно я обозначился. Здесь на основной леске делаем петельку. Также, чем меньше, тем лучше. Пропускаем, продеваем и делаем петельку. Вот она, ребят, первая. Вот за нее же я и буду держаться и делать заброс. Так, ну а вторую, блин, нажимаю в кармане сигнализацию. Ну а вторую делю пополам. Соответственно, вторая будет где-то в этом отсеке, в этом регионе, в этом расположении. Также вторую делаю по 2, потому что одна, ребят, затягивается. Снасть грубая. Все. Вот как-то так, ребята, все это дело выглядит. И теперь нам просто что остается пропустить. Также все это петля в петлю. Поводки наши. Первый поводочек. Просто пропускаем. Я говорю, я пробовал как-то вязать, ребят, но это не то. Донка должна быть максимально быстро собрана. Вот, видите, как раз у меня примерно догрузило. И второй поводок. Также мы его продеваем. Солнце вышло, сразу так тепло стало. Все. 3 секунды, братцы. Все, вот получается наша донка готова. Поводок один. Видите, он примерно как раз до того чуть-чуть не доходит. Ну, уже так примерно, я говорю, делаю. Желательно, конечно, чтобы он не был длинный, чтобы тот не цеплял. И тот сильно загруз не уходил. Все. Но у меня уже, говорю, на глаз набито так, что, смотрите, ребята. Я даже ничего не отмерил. Это до сюда. А этот, получается, вот догрузило. Видите? Но я говорю, уже столько раз я их делал, что уже просто все. Размотали и забросили. Соответственно, колокольчик, когда мы цепляем, то же самое. Получается, делаю петлю, продеваю. Все, колокольчик у нас висит. Поклевка. Также все это быстро снимается. Снимаем петлю. Колокольчик сняли. При замене поводков ничего не надо вязать. Просто, если даже оборвался, допустим, крючок и поводок уже короткий, нам не надо, ну, то бишь, смысла нет уже вязать крючок. Мы просто здесь снимаем, вытаскиваем, делаем готовый поводок, вдеваем его быстро. И все у нас готово и быстро работает. Потому что донки особо в темноте, когда на лима рыбачишь, ну там
вязать не очень удобно. Правильно? А тут все. Соответственно, поводки можно, ребят, поводки можно будет делать на запас. Я имею в виду дома навязать, где-то мотовилку сделал уже. Готовые поводочки у тебя, готовые крючочки, колокольчики, грузила на запас. И все. Вот так, ребята, выглядит донка. Простая. Ну, очень ловчая. Какие-то можно еще резиночки, чтобы вот так жало не втыкать. Все. В общем, кто-то там подписывает, какая диаметр леска. Но у меня все одинаково. Также они переходят и на летние рыбалки. Я имею в виду не только весной или осенью. Ловлю и на них и леща, и изя, и интересную рыбу. Ну, щук сколько ловил. В общем, донка просто универсальная, ребята. Просто здесь нам понадобилось что? Крючки. Ну, я такой средний ценник, говорю, 120 рублей. И леска 110. Самая такое дешманская. В общем, а остальное все сделано. Мотовилки свои, грузила свои, если есть свинец. Чисто крючки и леску. Все. То, что мы тратимся. Соответственно, как-то оно так, ребят. Все, друзья, вторая готова. Намотал. Опять же делаем петлю. Подгрузила большую. Ну так, чтобы относительно грузила можно было провернуть, просунуть. Лишнее убираем. За подлицо тоже не надо, ребят, обрезать, чтобы леска немножко оставалась. Повторяю, снасть очень грубая. Берем грузило. Выдеваем. Все очень быстро. Так, первую отметили. Делаем петельку. Раз, два. Пробовал использовать вертлюги, но, конечно, они помогают, но ненадолго. Все-таки стоишь долго, они потом в пакете сырые. Конечно, я их сушу, но опять же, в один прекрасный момент они могут подвести эти вертлюги. Так что все очень просто, быстро, надежно, проверено уже годами. Не знаю, ничего лучше я еще каких-то способов не видел. Не знаю, может вы что-то, ребят, напишите. Вот смотрите, видите? Вот на второй, на примере я вам показываю, что уже просто набита рука у меня. Вот это отмерение. Ну, плохо будет, если длиннейший поводок будет, он будет второй зацеплять. Соответственно, примерно как-то так. Все. Ну, это догрузило. Видите, все четко. Вторая донка, вот я вам на примере показываю. Вот, это до сюда, это до сюда. Все четко, ровненько. Все. Бам, полетело. Заматываем. И так сейчас сделаю все остальные. Ну, всем полностью показывать не буду, ребят. Смысла не вижу. Я думаю, смысл понятен. Что да как. Просто уже 1000 раз говорил. И как бы здесь какого-то лайфхака нету. Все очень просто. Но много молодых рыбаков, которые хотят заниматься такой рыбалкой. Будет именно им полезно. В общем, сейчас вот также буду вязать все остальные. Леска, груза, поводки навязал. Спокойненько вяжу себе. Красота.
В общем, друзья, буду продолжать. Смастерю новый комплект и скоро-скоро поедем по налиму. Вода немножко упадет и в целом попрем. Давайте, друзья, за вас, за рыбаков, за охотников, за настоящих мужиков. Будем. Это мелко. Он будет долбить, слетит. Так, ребят, на дальнюю поклевка. Ух ты, стерлядь, что ли, попалась? Ребят, стерлядь попалась, что ли? Так, есть. Есть. Она выпрыгнула. Это стерлядь, наверное. Иди сюда, тихо, тихо, тихо. Ух ты, блин. Здорово, ребят. Как тебе сейчас мать сюда выводить-то? Ху-ху-ху. Тихо, 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 тихо. Фух. Вот это трофей. Мать моя женщина. Так, ребята, у нее шипы. Аккуратно надо все это дело. Потому что палец может перерывать. Ой. Ху-ху-ху. Взял. Я не понял. Что за хрень, а? Что не звенят? Опа. Ху-ху-ху. Ребятки. О, смотрите какой. Вот это зверь. Смотрите, какое пятно, ребят, у него. Блин, а тот раз, когда когда я проходил там, это была поклевка, что ли? Вот лагерь, ребята. Смотрите. Смотрите, какое пятно, ребята, у него. Вот это пойдет. Вот эти уже налимы трофейные. Ну сколько здесь? В районе 2, ребят. Охренеть, блин. А? Вот и проверяй потом. Была поклевка, я слышал вот этот звон здесь. Ну и все. Не качал его, ничего. Как вот такой налим не может подачу сделать? Засекся хорошо, вон за губу пробило. Там как раз нижний поводок у меня такой добротный. Фу, ребят, ну это уже кабан. Вот это уже я понимаю. Какая вот это. Не пойму. Мимо, что ли? Блин, бежал. Или кто-то есть? Опа. Этот дурень, блин. И далее что творит, ребят? Лещ. Причем хороший. На червя. Вышли, ребята, понял? Ночью. О, бродяга. Огонь. Блин, клювал-то тогда. Разминка у меня тут такая беговая. Ну, огонь. Отдохни пока, брат. Самый крупный, наверное, на сегодня. Доночки тоже леща бахнула. Кстати, это у меня самая такая матерая, длинная, тяжелая. Новая донка, кстати.